Вода, фрукты и овощи, кондитерские изделия, полуфабрикаты, мед. Производители республики представляют на выставке свою уникальную продукцию, которая в дальнейшем может оказаться на полках сети «Магнит». Мы запустили в республике свое производство полуфабрикатов. У нас шоковая заморозка, что позволяет оставлять продукцию полностью естественной. Представители компании изучают каждое предложение. Сегодня их порядка 20. Ингушская продукция вызывает большой интерес. Она отличается не только качеством, но и своей эксклюзивностью. Перепелиное страусиное мясо, копчености. Курдюк копченый. Я такого не видел. Очень вкусно, кстати. Тиражированный столик еще сделали, значит, можно было попробовать. Но мы упакуем, наверное. Надо взять, да, контакты. Это не строгий отбор, а диалог, который позволяет создать удобные условия для сотрудничества. Георгий Пахоменко совместно с коллегами дает производителям рекомендации, как именно их продукция сможет продаваться в «Магните». Покупатель на сегодняшний день, он немножко ограничен в бюджетах, но очень хочет себя побаловать. И когда он хочет себе что-то купить вкусненькое, выбирать столько, сколько он сможет съесть. Пироги великолепные, по размерам. А мы вам скажем, как нам это будет интересно. Мы, конечно, вам предложим тот размер, который будет продаваться. Лучше мы сделаем меньше, но продадим больше. А дальше пленарное заседание. О преимуществах поставки ингушской продукции на полки магазинов «Магнит» рассказывает советник главы региона Олег Фурсов. Он отмечает, что такое сотрудничество выступит катализатором развития каждого производства. ПАО «Магнит» дает возможность реализации вашей продукции в федеральной сети. То есть идет расширение сбыта вашей продукции. У нас появляется прозрачность работы, качество, как я уже сказал. И будут создаваться, я уверен, новые рабочие места, потому что те объемы продукции, которые готов реализовывать «Магнит», они, конечно, значительно превышают текущие возможности большинства наших производителей. Тему продолжает и президент Торгово-промышленной палаты Ингушетии Радмила Налгиева, которая отмечает, что местные предприниматели уже давно выражают желание представлять свою продукцию в сетях магазина «Магнит». Для малышей, как мы их называем, для них особенно важно выйти на ваши рынки, потому что мы понимаем, как быстро они могут расти вместе с вами. Для старта сотрудничества необходимо провести серьезную работу. Она включает изучение прайс-листа, качество производства и маркетинговых стратегий. Каждое предложение будет проработано с предпринимателями отдельно. Начнем с того, что мы первое, заключим контракт, поставим на полки в магазинах наш товар, ваш товар здесь. Посмотрим, как он будет продаваться. Дальше мы, если товар будет хорошо продаваться, будет востребован нашим покупателям, мы сами даже инициируем дальнейшее развитие на соседние республики или соседние регионы. Рост объема продаж, стабильность бизнеса, предсказуемость и узнаваемость бренда – это лишь малая часть того, что могут получить бизнесмены Ингушетии. Сейчас стороны проговаривают возможность создания еще одного преимущества – льготного периода для предпринимателей. Мы хотим вот эту уникальность, которая есть в республике, транслировать на другие регионы. И если там производитель, как я и сказал, что не будет готов привезти товар вовремя или там, не знаю, там что-то с ним произошло, естественно, он звонит, нас предупреждает, мы все это подходим индивидуально, и никаких там штрафных санкций, никаких административных взысканий мы этого не делаем. Выход местных предпринимателей на федеральную розничную сеть – это и импульс развития всей экономики республики. Предприятия будут наращивать объемы производства, а их доходы расти. Рост прибыли напрямую влияет и на увеличение налоговой базы. Данный бренд из Ингушетии будет известен не только в Ингушетии, но и далеко за пределами. Да? Именно вот сетевая точка «Магнит» позволит им оказать содействие именно в реализации своей продукции. Представители всех сторон считают, при налаживании сотрудничества выигрывает каждый, а время уже покажет практические результаты. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.